Мы привыкли думать, мой дом – моя крепость, а для жильцов общежития по улице Маяковской их дом, к сожалению, скорее угроза. В проблеме разбиралась Ржен Гармаева. Достаточно одного взгляда и сразу ясно. Эта двухэтажка дышит на ладан. Кажется, что еще чуть-чуть и дом разломится пополам. Несущие балки ведет настолько, что в полу появились дыры. Можно просунуть руку и оказаться в квартире соседа. В таких нечеловеческих условиях проживает Людмила Китарага и ее 4 детей. Дыры, щели, то, что течет все. Трубы тоже ни к чему, как говорится. Балки эти ломаются. У нас падает стена в детской комнате. Ну, это же страшно. Для дома, где дыры, к сожалению, уже в порядке вещей, бой с суровым якутским климатом однозначно неравный. Поэтому Людмила с опаской ждет приближающейся зимы. С моей стороны, вот здесь, все покрывается льдом. Зимой покрывается льдом. Вот вы говорите, что уже сейчас холодно, да? Да, мы спим с ветерком. Из-за холода и сырости дети Людмилы постоянно болеют. А совсем скоро в Якутск вернется муж Людмилы, участник спецоперации. Сейчас он восстанавливается в санатории после нескольких ранений. Говорят, что дома и стены лечат, но едва ли гниющее дерево поможет реабилитации. Ну, у нас негде больше проживать. Придется проживать здесь. Провисший потолок – это не единственная беда дома. К счастью для телезрителя, камера не передает запах, потому что здесь в воздухе витает аромат плесени и спирта. Все дело в том, что 9 из 16 квартир заброшены. Теперь здесь проживают асоциальные элементы с соответствующими развлечениями. Очевидно, что дом постройки 50-летней давности свое отслужил. Его признали аварийным еще в 2020 году. Однако, по недавним заключениям экспертов, это не просто аварийное, а опасное для жизни здание. Сейчас власти требуют в срочном порядке покинуть дом. Но куда идти? Администрация столицы, как и полагается, предложила жильцам маневренный фонд. Нам приехали ДЖО, Сайсарский округ, значит, тоже... Он сказал, что мы вам предлагаем маневренный фонд на Маганском тракте, 2-й километр, аварийную школу. Жильцы посчитали, что переезжать из аварийного в такое же аварийное предложение, мягко говоря, странное. Это был август, а заместитель начальника ДЖО, он сказал, что вы стоите на первую очередь на жилье. Я удивилась, позвоните в октябре. Позвонила в октябре, сказали, не попали ни в одну и ту же программу, поскольку ни федеральную, ни республиканскую. Я говорю, почему? Мы в таких условиях, мы в заброшенном доме живем. Это страшно. Это просто уже крик души. В департаменте жилищных отношений признают, дом не попал в первую очередь расселения. Но помочь, увы, ничем не могут. Была сформирована заявка и представлена в исполнительный орган государственной власти, занимающийся данным вопросом, это Министерство строительства. Но, к сожалению, наша заявка не была принята во внимание. Первые дома уже должны пойти под расселение уже начиная с этого 4-го квартала текущего года, но там совершенно другие адреса. Преимущественно это дома на 17-м квартале. Пока в доме остаются люди, городские власти стараются поддерживать жилье в адекватном состоянии. Были произведены работы по отоплению, ремонт центральных инженерных сетей по отоплению силами управляющей компании УК «Юнион». Также управляющей компанией были произведены работы по промывке системы отопления, опрессовке системы отопления и узлов ввода. Несмотря на все усилия, износ дома дает о себе знать. Сегодня трубу с горячей водой прорвало в очередной раз. Зимой такие течи оборачиваются в ледяной плен. Лужи замерзают, а из-за неровного пола открытие двери становится невыполнимой задачей. Так что жильцы надеются, что администрация не оставит их один на один с разрушающимся домом. Ржена Гармаева, Аэлита Махно, Виктор Дичковский, Якутск.